вопросу об НДС. Скажите, что стало поводом для проведения такой встречи? Но в рамках комитета, заседания комитета, это произошло не случайно, и комитет посчитал начать работу именно с изменением и дополнением к налогу на добавленную стоимость по нескольким причинам. Первая причина – это лейтмотивом послужило то, что была встреча с бизнес-сообществом в администрации президента, где Раулем Джумковичем дано было поручение о создании такой рабочей комиссии. То есть, когда в процессе обсуждения, да, на заседании, на встрече с президентом, наши индивидуальные предприниматели, наше бизнес-сообщество поделилось своими проблемами, на что президент отреагировал и сказал, что создайте рабочую группу и начинайте работать. Это один из аспектов. Следующим аспектом послужило то, что для нас всех является, каждый из нас знает, что послание президента к Народному собранию, парламенту Республики Абхазия также прозвучало, но там был более такой широкий подход, то есть, где президент предлагал системно рассмотреть изменения в налоговой системе, то есть провести реформу налоговой системы. Это вторым таким побудительным моментом являлось. Речь в том числе шла о сокращении количества налогов. Да, конечно, да. Ну, в целом там нам надо работать. И еще третьим таким моментом, что взял за основу для работы комитет, это было письмо наших предпринимателей, где они жаловались, не жаловались, можно сказать, обратились в парламент Республики Абхазия, они, в частности, обратились к президенту, кабинету министров и в парламент Республики Абхазия, на что комитет посчитал необходимым отреагировать и собрать в рамках парламента, на площадке парламента, обсуждение по НДС. Наталья Викторовна, было заявлено о создании специальной комиссии, уже составлен персональный состав. Я сейчас как раз таки хочу сказать, что мы только начали обсуждение, это было обсуждение, где могли присутствовать все депутаты, да, расширенное заседание с привлечением СМИ. Почему мы пошли на это? Потому что мы хотели, чтобы была информация из первых уст, чтобы она была понятна, доходчива, и чтобы не было никаких толкований, что парламент нацелен и настроен на то, чтобы начать плодотворную работу. Но также было отмечено на заседании комитета, и все депутаты также это приветствовали и отмечали, что мы хотим чтобы в состав комиссии вошли все, как говорится, заинтересованные лица. А именно, да, это представители Министерства по налогам и сборам, это представители таможенной службы, это представители Министерства финансов, это представители администрации президента, из бизнес-сообщества, естественно, и экспертная служба, это обязательно, экспертные представители. Вот полный такой мы создадим боекомплект, простите, пожалуйста, наши. Да, вот. Наталья Викторовна, но определенные сроки, вы хотите к середине лета выйти уже с соответствующими поправками? Некоторые наши депутаты, коллеги мои в частности, предлагали это как-то в ускоренном темпе, но я считаю, что мы хотели бы, и я сейчас у меня есть возможность обратиться к нашему абхазскому телевидению, что по мере нашей работы мы должны освещать нашу работу, мы должны информировать наших людей, чтобы это было, понимаете, как говорится, чтобы у всех было это на устах, чтобы люди могли понимать и знать, что будет происходить в работе над НДСом. Да? Будем считать, что процесс уже начался. Да, начался, и я бы еще хотела сказать, что почему именно такой длительный период. Вот сейчас, я думаю, министр по налогам и сборам поддержит меня. Это должно быть, опять же, системный подход. Мы хотим рассмотреть и не только закон изменения и дополнения закон об НДС, но мы хотим рассмотреть закон о патенте, мы хотим также спецналоги в виде специального налога и налог о валютном контроле и валютном регулировании. И если мы все это сможем рассмотреть, проработать, проговорить, обсудить с общественностью, и мы хотели бы, чтобы СМИ в это принимало участие. Более того, я еще раз обращаюсь к нашим средствам массовой информации, чтобы они не вырывали из контекста какие-то высказывания, выражения, а более полно информировали, и чтобы не было иного толкования. Наталья Викторовна, передача Айзера выходит в прямом эфире, да, мы ничего не будем вырезать, так что все идет без купюр, что называется. Да. Я поддерживаю вашу идею перейти к Дауру Леонтьевичу Курмазе, к министру по налогам и сборам. Итак, в 2016 году в абхазском законодательстве появилось такое понятие, как ввозной НДС. 2 года прошло, есть определенный опыт накоплен. Даур Леонтьевич, скажите, что удалось сделать за прошедшее время и насколько эффективен оказался данный вид налога? Во-первых, большое спасибо за такую встречу. Скажу, что очень сильно рад по той простой причине, что помню со времена, когда вопросы налогов не были интересны никому.
Ну, раз мы дошли до уровня обсуждения налоговой системы и налоговой реформы всем обществом, и бизнес-сообществом, и исполнительной властью, и парламентом, значит, мы достигли определенного уровня развития всего общества. Ввозной НДС – это не прямая сфера администрирования налоговой службы, но, тем не менее, в связи с заданным вопросом прокомментирую. Здесь было сказано о том, что была рабочая встреча и в парламенте, и в кабинете министров, обсуждался очень сильно вопрос ввозного НДС. В частности, я хотел бы отметить, что у нас в 2015 году, в конце 2015 года был принят закон и вступил с 1 января 2016 года закон о налоге на добавленную стоимость. Такого понятия, как ввозной НДС, нормативно не существует. С 2016 года у нас вступил совершенно новый закон. Это было полное изменение. Я обращал на это внимание. У нас в этом новом законе, помимо стоимости ввозимых товаров на территории Республики Абхазия, появились еще и другие новые объекты налогообложения. По причине и проблемах актуализации данного вопроса хотелось бы все-таки разделить этот вопрос на содержательную часть и разделить его на несколько частей. Проблемы, эффективность, звучат некоторые оценки самого закона и все, что связано в последующем за всем этим. Я бы не стал давать оценку самому закону, потому что хотя бы с правовой точки зрения, с точки зрения написания, сам закон, в отличие от предыдущего закона, предусматривает все параметры, которые должны быть предусмотрены в налоговом законе. И субъекты налогообложения, и объекты налогообложения, и налоговая база, и порядок исчисления, и сроки уплаты. То есть все необходимое в этом месте. Насколько это было сделано правильно или неправильно. Я, наверное, все-таки должен буду затронуть вопрос, который вот Наталья Викторовна сказала. Это обращение бизнес-сообщества. У нас в бизнес-сообществе есть две категории. Это категория добросовестных налогоплательщиков и есть категория недобросовестных налогоплательщиков. После изменения администрирования налога на добавленную стоимость и осуществления сферок с таможенным комитетом и с казначейством, у нас выявился большой список предпринимателей, которые не платили ни ввозной, ни внутренний НДС. И это после инициированного министерством процесса замены ИНН? В том числе после процедуры замены бланков ИНН нами предложены и введены уже ограничения в таможенном комитете и в банковской сфере прекращения обслуживания без замены бланка ИНН по старым ИНН. Очень много из числа участников ВЭД по старым бланкам ИНН налоговая служба зачастую не может найти, привлечь к уплате налогов. Да вот скажите, а сколько было выявлено вот таких юридических лиц, которые до этого занимались внешнеэкономической деятельностью? Большая часть проблем связана не с юридическими лицами, с так называемыми индивидуальными предпринимателями. И мы все прекрасно понимаем, что зачастую такой вид деятельности иногда связан с такой формой, как уклонение от уплаты налога, в том числе и налога на добавленную стоимость. Вот тут существует очень важный аспект. Вопрос самого налога на добавленную стоимость и в чем заключается его проблема. Позволю себе сказать, что самая главная проблема налога на добавленную стоимость заключается, наверное, в понимании. То, что налог должен быть понятен налогоплательщику, является одним из основных принципов при осуществлении любой налоговой реформы. И само понятие «добавленную стоимость», к сожалению, вызывает противоречивые суждения во всем нашем обществе. Если поднять даже терминологию добавленной стоимости в различных словарях, мы найдем противоречивые, разные совершенно объяснения. Но с точки зрения налогового администрирования и налогового законодательства добавленная стоимость – это любое увеличение стоимости товара, работ, услуг с момента его начала производства либо ввезения на территорию Республики Абхазия до момента реализации. И вот в этой части предыдущий закон, скажем так, противоречил сам себе. То есть, предыдущий, это который действовал до 2016 года. 1 января 2016 года, который предусматривал, что облагаемым оборотом является стоимость реализуемых товаров, работ и услуг. И в то же время исключительно в сфере торговли предусматривал ограничение действия. То есть облагаемым оборот в сфере торговли применялась так называемая торговая наценка, разница между ценой реализации и ценой приобретения.
Да, вы употребили такой термин, как понятливый, непонятливый закон. Что вот касается вот закона об НДС, насколько он понятен для нашего предпринимательства? Вот тут как раз таки, мне кажется, и кроется вся основная проблема, что закон емкий, закон немножко сложный, и закон, по всей видимости, не совсем понятен налогоплательщику, особенно в сфере малого предпринимательства. Поэтому, если честно, Министерство по налогам и сборам, в частности, поддерживает и инициативу, которая была изложена Министерством экономики в концепции налоговой реформы. Рассчитан на 5 лет, да? Ну, предполагаемый срок осуществления этих реформ. И в том числе это абсолютно соответствует содержанию послания президента последнего. Могу сразу сказать, что к тексту содержания послания налоговая служба никакого отношения не имеет. Но мы готовы подписаться практически под каждым словом. И здесь как раз-таки идет речь именно о этих вопросах, что налоговые реформы должны быть адаптированы к местным условиям. Должна быть модернизация налоговой реформы и отмена неэффективных налогов. Должно быть сокращена их численность. И вот в этой части как раз-таки мы считаем, что не менее важным вопросом, чем вопрос ввозного НДС в области налогового законодательства, является вопрос упрощенной системы налогообложения и является вопрос патентной системы налогообложения, с проектом которого мы выступили. Почему мы выступили с проектом патентной системы налогообложения до определения конечной стадии концепции налоговой реформы? Потому что такая система налогообложения, на наш взгляд, будет присутствовать во всех возможных моделях. Даур, спасибо огромное. И, Натали, вы упомянули об известном письме, которое было подписано нашими предпринимателями. Я хотел бы сейчас обратиться к Роману. Роман, вы возглавляете соответствующую ассоциацию. Скажите, какие мотивы, какие аргументы были изложены в данном послании, которое поступило на имя президента, парламента и кабинета министров? Добрый вечер. Всех с прошедшими праздниками хочу поздравить. Сразу хочу сделать небольшую такую ремарку. У нас ставка не изменилась. У нас ставка была 9,09, по-моему, да? Стала 10. Да. Ставка была как 10 была, так и осталась. Изменилась формула, по которой стал взиматься НДС. Если он раньше, как Даур Леонидович сказал, начислялся с торговой наценки, грубо говоря, сейчас он стал начисляться на полную сумму. Везли, продали. На самом деле это, наверное, один из самых сложных налогов вообще, а может быть и самый сложный. Потому что не у всех получается с первого раза разобраться, каким образом он уплачивается, как идет возмещение и так далее. На самом деле этот закон уже работает 2 года, и, конечно, для государства он необходим, безусловно. Тут спорить однозначно бессмысленно, и кто-то говорит, что мы там требуем отмены закона. Нет, ни в коем случае. Мы понимаем, что закон, он сейчас написан, и формула правильная, но, может быть, в написании закона есть какие-то недоработки. На самом деле, конечно, тут многие факторы совпали. И мировой кризис, падение курса рубля, повышение цен общемировых и так далее. И этот закон об НДС, он добавил свою ложку дегтя. И, к сожалению, предпринимательское сообщество очень остро отреагировало на введение этого закона. Понимаете, и так тяжело живущий абхазский бизнес был поставлен, честно говоря, в очень сложную ситуацию, когда появилась угроза выживания вообще бизнеса абхазского. Ну, на мой взгляд, конечно, в законе есть недоработки, он был принят достаточно поспешно, не были обговорены с тем же предпринимательским сообществом многие нюансы. Я думаю, что наша задача совместная и рабочей группы, которую создал парламент, и налоговой службы, и таможни, и всех остальных ведомств, в том числе и предпринимателей, это доработать этот закон таким образом, чтобы он и бюджет государства пополнял достаточно качественно, и при этом не мешал бизнесу работать. Раскройте скобки, что вы конкретно подразумеваете под словом «доработать», что предлагается? Вы знаете, так как формула, по которой сейчас взимается НДС, это формула не нами придуманная и не нашими органами власти, это формула, которая во всем мире действует, но я считаю, что ставка в данный момент очень высока. Понимаете, 10% это очень серьезный процент, на который
который был введен сразу и очень сильно повлиял на рост цен. Понимаете? Если бы мы начинали с какой-то более щадящей ставки, допустим, там 3%, 5%, и постепенно, потихонечку. Но тут, понимаете, тут невозможно просто ввести налог, даже 3%, и получить хороший результат. Тут очень много разных факторов, в том числе и работа с населением, работа с предпринимателями. Нужно людям объяснить, показать, как этот закон работает, какую пользу он приносит, куда идут деньги с этого поступления. И тогда этот закон заработает. И если мы сделали бы более щадящую ставку, но, допустим, расширили бы круг товаров, подлежащих уплате НДС, то мы получали бы и пополнение бюджета, и потихоньку со временем можно было эту ставку поднимать. И в течение там, 10 лет, и до тех же 10% наверняка ее можно было довести. Кстати, без вот ущерба. это мнение, оно звучит периодически. Говорят о том, что давайте усредним, потому что после принятия соответствующего закона были вычислены отдельные группы товаров, вот, и они как бы проходят сейчас нулевой ставкой НДСа. Да. Вот, говорят, давайте мы усредним и всех, отменим все преференции, льготы, вот, и все предприниматели будут платить определенную ставку. Я хотел бы, Заур Иванович, к вам обратиться. Скажите, насколько вот закон об НДС, все мы об этом говорим, является ноу-хау Абхазии? Это же не ноу-хау, это не нами придумано. Я бы хотел начать с вопроса издалека. Когда принимался данный закон в первоначальном виде еще в 1994 году, большая группа специалистов работала над ним. И вот то, что сейчас Даур отметил, Наталья отметила, что данную проблему мы тогда учитывали, дискуссии были очень серьезные. Мы заранее, зная, что эта формула расчета не совсем верная, но тем не менее на это пошли. Тогда и власть, тогда исполнительная и законодательная, они в одном лице были. Первый парламент принимал наш проект. Осознанно. Почему? Потому что у нас внутри страны ничего не производилось. Все заводилось извне. Поэтому решено было вот как раз не затрагивать группу товаров, которые импортируются в Абхазию. Но когда уже 2000-е годы наши предприниматели начали производить и промышленную продукцию, многие из местного сырья и так далее, они же начали обращаться тогда и в парламент, и в правительство, и в администрацию президента еще в 2010 году. И я был привлечен как эксперт, получил официальные обращения администрации президента того периода. И свое мнение тогда высказал. И в принципе тогда тоже стоял вопрос о том, чтобы облагать налогами ввозимые товары в Абхазию, чтобы конкурентная борьба была равная, чтобы наши местные производители не проигрывали в конкурентной борьбе. А вот то, что сейчас вопрос поставлен, я считаю правильный подход со стороны парламента, абсолютно верный, из правительства, потому что нужно не один конкретный закон именно менять, вот именно, а вот надо рассматривать другие. Потому что в пакете, ну, там валютное регулирование, все они имеют отношение, но нужно подходить к вопросу и о подоходном налоге, потому что, в конце концов, введение НДС затрагивает прямо население, потому что, покупая товар, мы покупаем еще о большей цене на эту сумму НДС, люди, потребители. Поэтому нужно вводить коррективы и о подоходном налоге с учетом. Там мы будем говорить о налоговой реформе, надеюсь, в конце какие-то предложения конкретные мы озвучим. И поэтому я считаю, что подход правильный. Единственное, что я хотел бы вот здесь отметить, вот насчет введения его в ускоренном режиме, именно пересмотра этого налога. Но надо его, конечно, в пакете с другими документами, но именно я предложил бы, как вариант, который сегодня возможен, потому что эта дискуссия идет уже 2 года. Еще в общественную палату я работал, обращались предприниматели. Все-таки надо разделить ставки. Вот нулевая ставка, 10% как базовая ставка или общая ставка. Не, ну основная ставка. Да, и где-то 5%, потому что, знаете почему, когда на всю стоимость ввозимого товара облагают 10% сразу, или расчетный дам 9 с чем-то. Это очень накладно. Есть мнение о том, чтобы даже сделать 4 группы это ставки. Очень накладно для предпринимателей сразу внести, потому что товар еще не реализован, до реализации должны заплатить. Эта сумма очень высокая. Но, насколько мне известно, в данном законе предусмотрены так называемые отсрочки по платежам. Но отсрочки, знаете, не все получают. Во-первых, для этого должны быть веские основания. Вот когда одни получают отсрочки, другие не получают.
Как раз те, которые не получили отсрочку, они проигрывают в конкурентной борьбе. Конечно, надо, чтобы равный, одинаковый подход ко всем. Расскажите нам подробнее об отсрочке. Роман, я хотел бы обязательно об этом расскажу. Я хотел бы переадресовать ответ на данный вопрос Беслану Константиновичу Цвинария, бывшему депутату 5-го созыва, который принимал непосредственно участие. Нет, я не бывший депутат 5-го созыва, я депутат 5-го созыва. Да. Извините, спасибо за поправочку. Прошу. Депутат 5-го созыва, парламентарий, который активно участвовал в разработке данного закона, заместитель председателя соответствующего комитета, ныне является председателем Государственного таможенного комитета. Беслан Константинович, хочу проиллюстрировать цифрами конкретными. Итак, в 2016 году бюджет от ввозного НДС получил 764 миллиона рублей, а в этом на 5 миллионов рублей больше, 769 миллионов. То есть процесс какой-то идет, да, Беслан Константинович? Прокомментируйте. Как вы хотите, чтобы я ответил на ваш вопрос? Ну, во-первых, я хочу поприветствовать всех, кто нас смотрит, поздравить со всеми праздниками, которые наступили, пожелать, чтобы все же по отношению друг к другу более так терпимо, уважительно и щадяще относились. Вот. И теперь, переходя как бы к той теме, о которой мы сегодня говорим, я хотел бы, с одной стороны, поддержать уважаемого Романа, который об этом сказал, но он так вскользь. Но я хотел бы на этом сакцентировать внимание, потому что презентации нашей передачи, как бы, Левон Миружанович, вы сказали о том, что была ставка налога на добавленную стоимость повышена. Она абсолютно не была повышена, она осталась в том же размере, в котором и была 10%. С той разницей, что с точки зрения ее обложения, значит, для торговли, если тогда рассчитывался НДС, исходя от цены, как бы, ну, так скажем, от наценки, то сегодня считается этот налог с оборота со всего. Вот. А для других, как бы, отраслей... То есть налоги не были повышены, НДС не был повышен? Да, она осталась в том же режиме, в котором и была. Вот. Что касается теперь вашего вопроса, по поводу отсрочек. Правильно вы задали вопрос? Да, да. И Роман этим интересовался. Да, ну, сегодня, если опираться на, ну, по большому счету, таможенный комитет должен работать на основании кодекса таможенного. Вот. В соответствии с этим кодексом мы можем предоставить отсрочку, так скажем, без обременения на 5 дней. Ну, с учетом того, что, как бы, участник внешнеэкономической деятельности, это который декларирует товар, он, да, на момент, как бы, декларирования или пересечения границы не обладает средствами, которые может направить на оплату налога. Да. Ему предоставляется возможность в течение 5 дней это все компенсировать. Сегодня все это делается на таком уровне, так скажем, попытки понимания ситуации, проблем и так далее, и идем навстречу. По большому счету это должно быть на основании утвержденного положения, и вправе сегодня таможенный комитет вправе на основании того же таможенного кодекса предоставлять отсрочку с уплатой, вернее, с удержанием процента в размере ставки рефинансирования банка. Но, к сожалению, это сегодня положение не действует, потому что такого положения утвержденного нет, и мы стараемся, ну, войти в ситуацию, да, войти в положение наших предпринимателей, и на основании предоставления документов, в том числе и банковских гарантий, что данный участник внешнеэкономической деятельности в состоянии погасить платежи, мы предоставляем отсрочки. Беслан Константинович, а есть возможность как-то законодательно закрепить и увеличить этот срок 5-дневный? Можно внести поправки? Я же сказал, это можно сделать и на основании, должно быть, вернее, это в соответствии с законодательством, на основании утвержденного положения Кабинета министров, и этот срок отсрочки может быть продлен до 2 месяцев.
Ну, опять-таки с уплатой процентов за предоставленную отсрочку. Это процент должен быть равен размеру ставки рефинансирования Национального банка. Ну, грубо говоря, ну, до 1% в месяц и до 2%. Около 2% в 2 месяца. А скажите, те рабочие группы, которые созданы и в парламенте, и в кабинете министров, они будут этот вопрос учитывая, что 5 дней предоставляется без обременения, там менее 1%. Сейчас, мы хотели бы предоставить слово министру по налогам и сборам. Даур, пожалуйста. Я бы хотел немножко прокомментировать сказанное относительно различных ставок. Вот мы встречались как-то в университете, меня попросили провести там встречу с начинающими предпринимателями, обсуждали этот вопрос. Скажу однозначную истину. Применять одинаковые ставки при ввозе товара и реализации внутри республики, разные ставки на один и тот же товар невозможно. Это не представляет никакого смысла. Сумма налога в любом случае будет уплачиваться с полной стоимости оборота. Поэтому ставки устанавливаются и льготы в том числе на какую-то конкретную категорию товара. Второй вопрос, о котором говорил Роман Сергеевич, это установление ставки на все категории товара. Этот вопрос реально имеет место быть, его надо обсуждать, над ним надо думать. Причина льгот, она нам известна. Зачастую она связана с социально незащищенными слоями населения. В предыдущем законе был четкий перечень продовольственных товаров, который не подпадал под действие налога на добавленную стоимость. На сегодняшний день этот перечень товаров оказался расширен. Это одна из серьезных проблем, которые у нас на сегодня... говоря, все продукты питания, по-моему, не облагаются. За исключением. Это одна из серьезных проблем, почему мы считаем, что тут надо работать и с этим законом тоже в полном объеме, поскольку помимо самой ввозной стоимости НДС у нас проблемы с перечнем товаров, подпадающих под налогообложение. Иногда возникают расхождения во мнениях с таможенным комитетом. Поэтому еще с предыдущим руководителем службы была достигнута устная договоренность о применении единого нормативного документа. Как вы знаете, Наталья Викторовна, у нас было тогда принято 2 документа, которые не совсем друг с другом взаимодействуют. Да. Это постановление Кабмина, в соответствии с законом, было принято с утверждением перечня, с указанием ТНВ, но после него утверждения не было, и было принято постановление парламента уже в январе 2016 года немножко другого содержания. Вот как раз-таки это основная наша задача и функция — снять все возможные противоречия и дать более ясные заключения. Второй вопрос, который я хотел бы подчеркнуть, который так коротко был озвучен Романом, но общество это обсуждает, и я хотел бы, чтобы это было озвучено здесь тоже, на этой площадке тоже. Вопрос, связанный с экономическим эффектом от введения НДС. Первая сторона вопроса – это увеличение стоимости товаров. Но давайте вернемся все-таки к категории льготных товаров, в том числе и медикаменты. Мы же не наблюдали не повышение цены товара. То есть повышение товаров зачастую имеет место по всем категориям. Основным из моментов, связанных с повышением цены товара, является прежде всего, конечно, увеличение стоимости самого товара и инфляция с товара, который приобретается. Вторая сторона этого вопроса – эффект фискального характера, то есть как выполнена фискальная функция. Так вот, хочу все-таки проинформировать. Ввозной НДС – это не наша сфера деятельности, я уже об этом говорил, но есть перечень налогов, которые администрирует Министерство по налогам и сборам. Так вот, налоговый план на 2017 год не выполнен. Не выполнен в значительном объеме. Цифра, на наш взгляд, не маленькая, но я хотел бы прокомментировать общие суммы выполнения налогов и в том числе налог на добавленную стоимость. Так вот, при объеме невыполнения плана порядка 290 миллионов рублей по всем налоговым платежам. У нас не выполнены планы по отраслям, в разрезе отраслей, по всем видам налогов, и в том числе по НДС. Промышленность у нас общее выполнение плана 115%, по НДС 138%. Строительство общие налоги 57%, НДС на 75%. То есть мы наблюдаем непропорциональное изменение этих величин. И вот здесь, как раз таки в этом анализе, хочу довести до всех, что торговля не находится в конце списка. После торговли, как я уже говорил, после торговли
в объеме выполнения плана идут услуги связи, которые дали меньший показатель, идут вообще услуги и идет туризм. На наш взгляд, основная проблема, связанная с выполнением бюджетных показателей в 2017 году, была связана с двумя основными величинами. Это с причинами. Это рыбоперерабатывающая промышленность. Начало года, мы еще в начале года заявляли о том, что у нас серьезные потери по налоговым платежам. И не только по налоговым платежам, еще и плата за биоресурсы не поступила в республиканский бюджет практически в том же объеме. Это в совокупности порядка 200 миллионов. И серьезные потери в курортной сфере. И как следствие, цепная реакция, я еще раз повторюсь, у нас уменьшились показатели, в том числе по предприятиям сотовой связи. Что, на наш взгляд, вообще никак не связано напрямую с налогом на добавленную стоимость, тем более с ввозным НДС. По сравнению с 2016 годом, в 2017 больше было собрано налогов или все? В 2017 меньше. Меньше. По сравнению с 2016 меньше. И основная причина, на наш взгляд, это все-таки серьезное падение объема услуг в курортной сфере. Спасибо. И, если можно, все-таки третий вопрос. К Роману перейти. Да, третий вопрос, который вот Наталья Викторовна озвучивала, это комплекс мер, необходимых для изменения налогового законодательства. Я хотел бы здесь заметить и подчеркнуть, что помимо вопросов налогового законодательства, у нас есть серьезные проблемы в законодательстве, связанные с учетом. Это закон о валютном контроле, который точно так же необходим, настолько же срочно и настолько же важно, и без этого мы не получим никаких ожидаемых эффектов. Наталья Викторовна, насколько известно, он принят в первом чтении, да, он принят в первом чтении. Я хочу сказать, что вот почему, в принципе, когда мы на комитете обсуждали эту тему, я сразу подняла вот именно три вопроса. Да? Это НДС, это патентная система, это спецналог, ну, будем говорить, два в одном, да, потому что вычленяется из спецналога патент, и валютное регулирование, валютный контроль. Я хочу сказать, что в данном, вот именно в первом чтении он прошел, значит, во втором чтении мы должны подготовиться с учетом вот всех этих изменений вот в законодательстве по НДС, по патенту. Мы должны все это учитывать. И что хочу сказать, здесь необходимо единство самых основных наших, так сказать, регуляторов. Это таможенные службы, налоговые службы и банка. То есть, если будет взаимодействие трех основных вот таких ведомств, я вас уверяю, то здесь будет такой, мы придем к тому, что будет и учет, и контроль. Мы будем знать, какое количество, допустим, денег выведено и какое количество товаров завезено. Это нам даст информацию, грубо говоря, по завозу товаров даст нам таможня, налоговая сможет администрировать доходы, а банк даст, какие суммы вышли. То есть вот именно вот в таком триединстве должно быть... Я думаю, что такое понимание есть. Да, нет, но мы и будем работать, потому что я согласна вот, с нашим министром по налогам и сборам о том, что нам надо системно подойти, понимаете, и не только говорить об НДСе конкретно, да, вот заниматься НДСом и больше... Наталья Викторовна, но парадоксальная ситуация. Насколько мне известно, в Абхазии существует более 20 видов налогов и различных платежей. Но именно к НДСу всякий раз возникают вопросы. Да, ну здесь, я думаю, мы еще пообсуждаем, если у нас будет время, то здесь, видите... Говорят, потому что от него очень сложно уйти. Нет, здесь, нет, как раз таки уйти, вот как раз таки уйти, от него не так сложно. Да. Нет, я сейчас хочу сказать, я в поддержку, я почему до вас показываю, это в поддержку, знаете, очень порядочным нашим предпринимателям, потому что есть добросовестные предприниматели. Об этом Даур, кстати, говорил, мы хотим к этому вернуться, но пока Роман Сергеевич, ну, давайте я тоже немножко расскажу. Понимаете, почему... Вы в категории добропорядочных. Да. Ну, наверное, раз меня сюда позвали, не посадили, наверное, так, да. Вы знаете, вы говорите о том, что НДС тот закон, который действительно, тот налог, который пугает всех. И он самый обсуждаемый. Да, очень живо обсуждается в нашем обществе. Для обществе. начала мы поймем, что это такое вообще НДС. Потому что я достаточно активный пользователь соцсетей, и достаточно часто я встречаюсь с таким дилетантским подходом, да? Ну, наверное, дилетантским или каким, не знаю, обывательским подходом людей, которые не совсем понимают, что это за налог и как он уплачивается. И звучат такие фразы там: буржуи наглые деньги зарабатывают, не хотят платить налоги. На самом деле тут нужно понимать одно очень четко. НДС — это налог, который платит не предприниматель. Это налог платит потребитель, конечный. Предприниматель в данном случае выступает в роли банкомата. Деньги положили, 10% НДС, мы эти деньги передали фискальным органам. Все. Этот налог ложится бременем не на нас.
На нас он ложится, на предпринимателей, тем, что нам нужно уплатить эти деньги, их нужно где-то найти, взять под проценты и оплатить. А этот налог ложится в первую очередь на потребителя. Да, конечно. Поэтому тут страдает все население Абхазии, не только мы. Я теперь расскажу еще один интересный момент, который вот Даур Леонтьевич озвучил, и я вообще слышу неоднократно, что есть группы товаров, которые попадают под НДС, а есть, которые не попадают. Но мы же все живем, кушаем, ходим, и на рынок в том числе попадаем иногда. И мы видим, что, допустим, на телевизор ввели НДС, а на, не знаю, там, на огурцы, на картошку не ввели НДС или на какой-то продукт, а цена выросла в том числе. Почему? Ну, я лично в данной ситуации мыслю так: я рассматриваю два товара не как товар равно деньги, а как товар равно товар. То есть, если мы здесь возьмем, и, допустим, вот телевизор, стоимость его, грубо говоря, 50 тысяч рублей, или там 20 тысяч рублей, без разницы. Раньше человеку, до поднятия, до того, как НДС ввели на этот телевизор, человеку нужно было продать, не знаю, там 100 килограмм помидор, или там огурцов, или чего-то, чтобы купить этот телевизор. То есть телевизор равно 100 килограмм энного товара, продукта питания какого-то. Дальше что произошло? На телевизор НДС ввели, то есть он уже стоит 55 тысяч, а не 50, грубо говоря. Значит, человек, который продает эти помидоры, тоже хочет купить этот телевизор, как хотел купить, так и хочет, желание у него не исчезло. Но что происходит? Покупательская способность снизилась, никак не выросла. Население у нас не прибавилось, и есть определенная емкость рынка, она какая была, такая и осталась. Но телевизор стал стоить дороже, соответственно, человек понимает, что он может продать только эти 100 килограмм помидоров или огурцов. Значит, купить не может. Нужно выровнять цену и, продав 100 килограмм огурцов, купить телевизор. Вот и все. Автоматически цены растут. Когда мы поднимаем на одну группу товаров, это здесь идет цепная реакция, от которой мы, к сожалению, никуда не денемся. Понимаете? И если мы рассматриваем в контексте товар равно деньги, то мы не будем понимать всю ситуацию. А когда мы рассматриваем товар равно товар, становится все абсолютно ясно. Нет, товар, деньги, товар. Спорное сравнение и утверждение. Заур Иванович, пожалуйста. Это утверждение из практики. Из практики, знаете, как в практике бывает? Стоит, как бы, если это товар, это как бы формулу товар приводите, да. Если он продавал, я не знаю, там определенное количество огурцов за 100 рублей, чтобы купить телевизор, как ввели НДС, он начал продавать огурцы по 200 рублей. По 110. По 200. Не по 110, а по 200 так именно. И есть, а то и по 250. То есть это не совсем как бы формула срабатывающая, она как бы адекватно отражает то, что происходит. Ну, и это уже нужно, это частность. Если сегодня, вот смотрите, да. Если сегодня взять товары, которые, с которых взимается НДС, посмотреть рост цены этих товаров, и взять товары, на которых которые не облагаются НДСом, я вас уверяю, что рост цен на товары, которые не облагаются НДСом, они в разы выросли. Он значительно выше. В разы выросли. Не просто там на 20%, а в разы. На 100%, на 150, полтора, так скажем, 2 раза. Руслан Константинович, Наталья Дело в том, что это же цена, себестоимость из чего слагается? Из издержек. Если вы делаете, у вас цена выросла, она растет только из-за того, что растут издержки. А издержки растут в автоматическом режиме по... Наталья Викторовна, вообще-то, ну, давайте природу вот посмотрим этого налога. Это налог не прямой. Это налог косвенный, конечно, понятно. То, что говорит Роман, он правильно говорит. В конечном итоге обременение будет на конечного покупателя. Конечно. Но сегодня я клянусь, я тоже член этого общества, я тоже как бы общаюсь с людьми, но я ни от кого, от наших потребителей, еще не услышал жалоб, что выросли цены. Что недовольство есть с их стороны на то, что выросли цены. А цены растут вне зависимости НДСом. Облагается товар, не облагается, цены растут космически. Кстати, растут они на те товары, которые не облагаются. Сегодня у меня возникает вопрос, а природа этого сегодня, этой природы, этого конфликта, этого спора, этих проблем, откуда она появилась? Мы все так переживаем только за нашего потребителя. Ну давайте тогда, может быть, мы будем смотреть другие какие-то моменты, и себестоимость, и наценки, которые есть сегодня. Даур, давайте все-таки конкретно проиллюстрируем. Вот ввозной НДС, да, ну, нет такого понятия, Даур меня поправил. Тем не менее, сколько получил абхазский бюджет, национальный государственный бюджет? Я вот могу вам... Сколько в плюсе, да, от этой меры? Мы получили, было запланировано 929 миллионов.
Это на который год? На 17-й год, да, 17-й год было, по плану было 929 миллионов, получили мы 639 миллионов. Проседание 290 миллионов проседания. Откуда у вас такие цифры? Вот у меня доходы государственного бюджета за 2017 год. Прошу прощения, вы мои цифры Акцизы я не Наталья очень... Викторовна, вы называете цифры налога на добавленную стоимость, которые администрирует Министерство по налогам. Вот. Это по внутреннему. Да. Беслан Вот, я Константин- прошу Наталья прощения, Викторовна. да, извините, 983 миллиона было запланировано, 754 получено, правильно? 781 миллион получено. Ну, у меня вот НДС. 754. Статистика. Проседание Я вас 228. уверяю, это Кого-то неверно. Да. точные. Ну, видимо, Это какая-то итог часть перешла. 2017. не зависящие ни от меня, Прошу ни от прощения, кого, да. они в автоматическом 983 режиме миллиона считаются. было запланировано. 781, Беслан Ну, Константинович. 781, я вот исправлю, 781 миллион. Отставание около 200 миллионов, по-моему. 200 миллионов. ну- Вообще в целом по НДСу проседание 500 миллионов. Ну, в целом. смотрите, Наталья Викторовна, при этом в целом, значит, 65% всего лишь экспортного товарооборота в 2017 году по сравнению с 2016 году и 93% товарооборота импортного. Теперь вопрос, откуда, как бы, если импортный товарооборот просел, откуда был бы НДС? Тут все как бы так Взаимосвязано. Можно я скажу? Заур Иванович, вы, потом Пару Даур слов. Леонтьевич. Да, Пару слов. да, пожалуйста. Из этой дискуссии, которая происходит, вот я сейчас возвращаюсь, знаете, к советскому периоду, когда существовал налог на реализацию, налог Да, с оборота. с оборота. назывался. налог Его с оборота. заменили в 80-х годах, его заменили налог на добавленную стоимость. Это как раз имелось в виду, внутри страны производится товар, перерабатывается из полученного полуфабриката и на добавленную стоимость начислялось, вот то, что наценка, как вы называете, правильно называете, вот так и было. Но когда сейчас ввозится товар из-за границы, ничего не добавляется, не перерабатывается, в этом плане его назвать налог с реализацией надо, а не налог на добавленную стоимость или ввозной НДС. Просто путаница в самих понятиях, понимаете? Но, опять же, когда вводили в том советском периоде налог на добавленную стоимость вместо реализации, ставка была уменьшена. Это было сделано не случайно, потому что если всю стоимость обработанного товара, это высокая цена. А тогда тем более промышленные товары производились внутри страны. А сейчас как раз имеет смысл как раз о том, с чего мы начали, чтобы НДС, если мы оставляем, то цена должна быть, то есть ставка налога должна быть понижена хотя бы для определенной группы товаров. Но единственное, где я не соглашусь с тем, чтобы это мое личное мнение, всегда об этом говорил, на те продукты, товары, которые производятся внутри страны, чтобы создать конкурентную среду, равноценную, как раз не надо уменьшать ставку, не надо уменьшать, даже наоборот, я за то, чтобы протекционистские меры применяли по отношению к ним, чтобы повышенные ставки таможенных пошлин, если даже, но это подакцизные товары больше всего, но НДС как раз здесь уменьшать не надо, но если у нас здесь не производится товар, как телевизоры, скажем, условно, диваны и так далее. Ну, диваны у нас могут производить, мебельные более-менее начали работать. Да. Но во всяком случае группы товаров, которые внутри не производятся, как раз за этого страдает больше наше местное население. Но такая практика существует, местное население, конечно. На минеральные воды. Вы знаете, я могу и как бы и согласиться с Зауром Ивановичем, и не согласиться в том смысле, что если мы будем исходить из того, что у нас производится, я прошу прощения, когда мы за 23 года действия предыдущего закона похоронили нашу собственную индустрию, когда мы похоронили промышленность. Сегодня говорит, давайте мы будем исходить из того, что у нас производится, и потом будем вводить налог. Я не считаю это правильным. Вопрос здесь, на мой взгляд, должен быть концептуальный. Если мы хотим развивать экономику свою собственную, у меня возникает в этом смысле вопрос. Мы отдаем предпочтение своему производителю или все же импортеру? Если мы отдаем предпочтение своему производителю, давайте концептуально мы тогда об этом заявим. Уважаемые, значит, если мы говорим, что товар, завезенный сюда, не облагается налогом на добавленную стоимость, для нас это не является новой стоимостью, так скажем, добавленной, которая должна облагаться, а только с наценки, тогда это означает, что мы сегодня отдаем свое предпочтение импортному товару, а свое Тут же разговор о ставке шел, а не о возвращении Теперь старой формулы. Я вернусь к ставкам, подождите, не торопитесь. То есть все должно быть как бы разложено последовательно. Если мы говорим, что мы хотим
предпочтение отдавать своей собственной экономике, тогда нормальное государство, ни одно, поверьте мне, ни одно государство в мире себе не позволит то, что мы позволяли себе на протяжении вот этих 20, я не знаю, с лишним лет. Исходя из понятий, там, жалко, там, и так далее, там, не могут, и так далее. Что касается необходимости какой-то щадящий режим включать, Даур, уважаемый коллега мой, об этом уже сказал. Я просто единственное могу подтвердить то, что он сказал. Есть товары повседневного спроса, без которого человек жить не может. Которые входят в так называемую потребительскую корзину. Первое необходимо. В этом смысле, безусловно, мы как государство, это наше население, наш народ, слушай, мы, исходя из его интересов, это стараемся все делать. Там разговоров нет. Скидки должны быть. Что касается других товаров, извините меня, давайте, если вы считаете, что, скажем, я не знаю, масло сливочное должно облагаться по ставке 5%, и телевизор должен по ставке 5%, я с этим не согласен. Надо как-то понимать. Масло 0, телевизор 5. 10. 10 как есть. Даур, пожалуйста, у вас была реплика. У меня тоже будет. Да. Наталья Викторовна, потом к вам перейдем. Здесь много вопросов затронуто. Все-таки вот здесь Наталья Викторовна затронула вопрос и сказала, просел НДС. Наверное, это очень многих волнует и очень многим интересно. Еще раз подчеркну, отрицательное сальдо по НДС, во-первых, оно состоит из двух частей. НДС, связанный с ввозом товаров, и НДС, подлежащий уплате на территории Республики Абхазия от внутреннего объема реализации. Поэтому сумма гораздо разнится. Вторая часть. При анализе качества налогов и сравнивать как показатели процент выполнения налогов, наверное, не совсем правильно. Я просил бы обратить внимание и подчеркнуть следующее. В отчетных данных, в бюджете и во всех остальных документах имеет место кассовое исполнение, то есть фактическое поступление. Но помимо этого есть налоги на добавленную стоимость, в частности, задолженность и вычет. И, к сожалению, ранее эти суммы не учитывались. Мы предполагаем с 1 января текущего года ввести учет сумм задолженности, сумм начислений и сумм вычетов. Именно в результате определенной работы в этом направлении у нас, кстати, много вопросов возникло по вычету по налогу на добавленную стоимость. И начали в 2017 году в качестве эксперимента, а в 2018 году это уже системная работа налоговой службы, камеральная проверка расчетов по налогу на добавленную стоимость. И там возникает, к сожалению, очень много вопросов и масса проблем. Теперь по поводу ставок и применения, допустим, ставок налогов на сельхозпродукцию, ставок налогов на телевизоры, как условно было сказано, или на какую-либо... Но это предметом может быть обсуждения. Да, на какую-либо другую продукцию. Здесь как раз-таки этот вопрос связан напрямую с теми обсуждениями, которые имели место в обществе. Налог, помимо основной своей главной функции, фискальной функции, еще выполняет ряд других функций, в том числе распределительную, регулирующую. И вот под видами этих функций являются стимулирующая функция и дестимулирующая функция. Стимулирующая функция налога направлена на стимулирование определенных отраслей, она применяется в части применения льгот. То есть у нас сельское хозяйство освобождено не только от налога на добавленную стоимость, но и от налога на прибыль и от всех остальных видов налогов, за исключением подоходного налога. И это стимулирующая функция налогового законодательства. Развивать отечественного производителя в этой сфере. Насколько мне известно, объем сельхозпроизводства крайне низок. И, наверное, мы как государство заинтересованы не завозить, импортировать сельхозпродукцию, а производить ее самостоятельно. И вопрос дестимулирующей функции. Все-таки в некоторых случаях позволю себе отметить, что падение спроса у отдельного предпринимателя не всегда связано с падением спроса, с падением потребительской возможности покупателя. У нас очень сильно растет сфера торговли. Если вы обратили внимание, несмотря вроде бы на экономический кризис, на падение объемов, мы зачастую наблюдаем по всей территории Республики Абхазия, как возводятся торговые центры. Один за другим. Но, как вы заметили, Роман Сергеевич, если численность покупателей остается неизменной, то при увеличении численности лиц, предоставляющих подобного рода услугу, то общий спрос будет падать, и общий показатель, естественно, будет снижаться. Либо нужно увеличить число покупателей, либо надо перенаправить сферу деятельности. Я помню, очень давно
был очень интересный термин приведен, и тогда это очень бурно обсуждалось. Когда вот только-только начинался развиваться бизнес в Абхазии, в один период очень массово начали строить апасхи. И тогда появился кем-то, не могу сказать кем, но помню, даже в печати была эта фраза «апасхизация всей страны». Да. К сожалению, у нас слишком бурно развивается торговля. И, как сказал Беслан Константинович, очень плохо развиваются все остальные сферы, в том числе сфера производства, сфера услуги. Вот здесь как раз-таки регулирующая функция налогового законодательства. Спасибо. Заур Иванович, у вас реплика, я так понял. Мы перейдем к коллегам. Да. Реплика была связана с тем, что все-таки, вот я хочу все-таки, возвращаясь к тому, что сказал сейчас буквально наш министр по налогам, все-таки у нас и каждый из года в год растет не только торговля, а вообще услуги тоже в целом, общая сумма услуг, оказываемых гражданам. Это тоже, в принципе, неплохой показатель. Но другой вопрос встает. Вот здесь из всего, что сказано, все-таки вот реплика была связана с тем, прежде всего это было в средствах массовой информации, когда медикаменты, которым все население, особенно старшего возраста, пользуются, они выросли в 2-3 раза, скажем, в городе Тхуарчал. Это было сказано недавно в интервью. Обратились в Министерство здравоохранения, что было сказано, это их слова. И с правительством мы тоже общались по этому вопросу. Сегодня мы переходим к рыночной экономике. Нет органов контроля, надзора над ценами. Но тем не менее, все-таки у нас, к сожалению, вот эта сфера отстает надзор, контроль за ценами на рынках. Потому что мы здесь можем сколько угодно говорить, что на потребителя отражается, но люди вчера покупали за 100 рублей, сегодня 300, 400, 500. Это когда только заговорили об НДС, кстати, как группа товаров вообще не облагала, сразу резко повысили. Но в городе Сухум, кстати, наши городские службы, больше всего, мне кажется, это налоговая поработала, городская, было все-таки цены немножко понизились. А вот в наших восточных регионах больше всего, там до сегодняшнего дня это ощущается. Вот я не знаю, какой орган контроля, надзора над этим у нас вообще наблюдает. Госстандарт этим не занимается, Министерство по налогам тоже в их функцию это не входит. Может, общественность поможет, общественная палата, ассоциация предпринимателей. На самом деле это невозможно при свободном рынке, это исключено. Наше население, вот это как раз законодателям нашим надо подумать над этим. Они один на один остались не тем, кто завозит оптом, они распределяют по торговым точкам, по аптекам и так далее. Вот как раз они ощущают на себе вот это все. Я должен был это сказать, потому что люди конкретно обращаются и к вам, и в печати, везде. Все-таки надо подумать, как эту проблему разрешить. Может, местной администрации это наглядно видно, но может это поручить местным администрациям, им же ближе все-таки на территории что-то контролировать. Вот это должно быть все-таки. У нас не чисто плановая экономика, не чисто рыночная, пока все-таки у нас рынок, конкурентная борьба еще не создана, поэтому надо нашим властям, региональным, республиканским, об этом подумать. Спасибо. Коллеги, мы практически час уже работаем в прямом эфире. Мы уже будем, наверное, закругляться. Роман Сергеевич, обязательно проговорим. Созданы комиссии, рабочие группы созданы, так что мы будем продолжать этот разговор, в том числе и в рамках нашего прямого эфира. Наталья Викторовна, Роман Сергеевич, я вот просто как бы в завершение нашей встречи и беседы, я просто хотела бы отметить, Беслан Константинович, вот в частности проседание нашего НДС, вот почему я говорю, я бы просто хотела отметить, нам нужно более качественное администрирование наших доходов. Если мы, я хотела бы, мы мало об этом сегодня говорили. Нет, раз ко мне обращаетесь. Беслан Константинович, нет, Беслан Константинович, я просто хочу сказать. Если таможенных платежей, я вас уверяю, там администрирование серьезное. Даур Леонтьевич, да, я хотела бы, понимаете, вот Левон Миружанович не даст мне соврать, на все протяжении обсуждения бюджета, да, вот в течение месяца мы сделали такой вот не очень, так сказать, утешительный вывод, что у нас ужасно плохое администрирование доходов. И проседание не только потому, что на это существует объективный, у нас был плохой сезон, у нас не было рыбы, у нас достаточно плохое администрирование доходов. Это просто проходит красной чертой по всему, так сказать, взиманию и возможности получить какие-то более высокие показатели по доходам. Вот я хотел бы так принимается, платите налоги,
Беслан Константинович, к вам. Принимаем. Мы уже с коллегой об этом уже говорили. Да. Я вас уверяю, мы приложим усилия, чтобы этого не происходило. Сотрудничать. Коллеги, очень много в рамках нашего сегодняшнего разговора, в рамках нашей дискуссии специфических терминов. Все-таки я хотел бы, чтобы мы все-таки нас смотрят рядовые наши граждане. Вот что закон об НДС, плюсы и минусы, что есть хорошо, а что есть плохо. Несколько слов, мы, может, уже будем немножко подводить итоги. Роман Сергеевич, начнем с вас. Мы с вас начинали представление наших участников и завершим Бесланом Константиновичем. Я на самом деле хотел сказать чуть больше, перед тем, как подвести. Ну, плюсы какие? Плюсы, наверное, что в бюджет стало поступать больше денег. Минус в том, что можно было, чтобы поступало денег больше, а налоговая нагрузка была при этом меньше. Я в этом уверен. То есть при снижении ставки, при изменении списков, попадающих под НДС и так далее, то есть при определенной реформе и доработке этого закона, плюсы будут несомненно, как для бюджета, так и для предпринимателя. Я еще буквально несколько слов скажу. К сожалению, я тоже, или к счастью, я тоже сталкиваюсь с тем, что цены действительно и на продуктовую группу, и на лекарства очень сильно растут, и мы все пользуемся и лекарствами, и продуктами, и, конечно, я тоже не хотел бы, чтобы цены так прогрессировали. Но, к сожалению, у нас все-таки свободный рынок, и здесь каким-то образом ставить ограничения по наценке невозможно. Еще есть один момент. Беслан Константинович, вы говорили, что 10% было бы замечательно, чтобы остались на телевизоре, но я просто приведу пример людей, которые в Гудауте и в Гагре занимаются, ну, Гудаута все-таки мой родной город, я очень хорошо знаю проблемы людей, которые занимаются той же бытовой техникой. Смотрите, что происходит. Вот вы сравнили пачку масла и телевизор. На пачке масла даже 3% наценки будет рубль-два, и это будет незаметно для потребителя. А на телевизоре 10%. Это большая сумма, которая сразу решает вопрос, где купить его. И наши люди очень часто, вообще, вот эта любовь к поездкам в Сочи, заодно сходить в Макдональдс, погулять, Роман и купить Сергеевич, телевизор, без рекламы там мы не приветствуем. Да. Без рекламы Макдональдса, да. Я извиняюсь. Ну, сходить там, куда-то походить, развлечься и заодно купить телевизор. Этот вопрос сразу становится решающим. На границе, конечно, так как они везут для своего пользования, не заплатят НДС. Поэтому люди разоряются. Закрылось несколько организаций. Я знаю, как ребята, которые торгуют бытовой техникой, пострадали. Это было очень серьезно. Из-за НДС в том числе. Не было бы НДС, они работали. Если бы, я еще раз говорю, НДС я не ставлю здесь во главу угла, я не говорю, что это единственная причина. Теперь я скажу по поводу того, что вы говорили о том, что у нас бурно процветает торговля, нету производств. Конечно, двигатель любого экономического государства, экономики любого государства – это производство. Но мы понимаем, что для того, чтобы производство было конкурентоспособным, оно должно быть масштабным. Масштабное производство не может быть обеспечено только абхазским рынком. Значит, оно должно что? Быть экспортоориентированным. Теперь мы должны понять, что такое ориентироваться экспортно мы можем пока только на Российскую Федерацию. Россия – это большое государство с множеством регионов. То есть для того, чтобы нам открыть здесь современное конкурентоспособное производство, которое сможет быть экспортоориентировано, нужно вкладывать огромные деньги. В первую очередь в производство, в сырье, и потом мы должны еще вкладывать огромные деньги, примерно равные уже вложенным, в товар. Потому что российские сети, российские магазины, российские дистрибьюторы не будут работать по предоплате. Они все хотят отсрочки. И поэтому я прекрасно понимаю, я сам человек, который хочу, чтобы производство процветало, но это при нашей электроэнергии, при тех затратах, которые на него нужно, пока, к сожалению, больших перспектив нету. Но я тоже поддерживаю в этом плане, считаю, что производство должно быть, и оно потянет страну вверх. Спасибо большое. Спасибо вам. За то, что позвали. Спасибо. Наталья Викторовна, пожалуйста, завершающее ваше слово. Я не буду вдаваться в частности, я просто скажу следующее, что, в принципе, на площадке парламента мы готовы работать, мы будем работать, я просто с точки зрения как вот экономиста и как вообще от имени, так сказать, нашего парламента хочу заверить, что мы, я думаю, найдем какой-то консенсус, мы выйдем с выверенным решением, и я думаю, что какие-то изменения и дополнения вот в эти законодательные акты мы внесем. Ну, просто надо закатить рукава и работать. Я думаю, мы постараемся это сделать, и все. Вот так вкратце. Спасибо за настрой, да. Наталья Викторовна. Даур Леонтьевич.
Я, наверное, добавлю то, что сказала Наталья Викторовна. Не буду вдаваться в вопросы, которые уже относятся к частному характеру. Это необходимая работа и проведение необходимых налоговых реформ. И вот в этой части мы считаем, что надо засучить рукава и работать все вместе. И очень хорошо, что работа начинается именно во взаимодействии и представителей предпринимательства, и представителей законодательного органа, и представителей исполнительной власти, и представителей специалистов. Именно в единстве всех имеющихся противоречий, в таком взаимодействии мы сможем достичь определенного результата. И на наш взгляд, основная работа должна начинаться с определения модели налоговой системы, к которой мы собираемся прийти. Той системы, которая будет понятна населению, понятна потребителю, понятна предпринимателю и будет выполнять интересы государства в том числе. Так что считаю, что это очень хорошо, и в этом направлении, безусловно, надо работать. Ну и Даур Леонидович, я обещал, что я спрошу про недобросовестных предпринимателей. Скажите, их много вообще в нашей стране? Извините, что я опять увожу вас. К сожалению, есть такое понятие, как налоговая тайна. Одним из наших предложений в парламент будет возможность снятия этого ограничения для того, чтобы наше население знало, кто платит и кто не платит налоги. Да, к сожалению, героев надо знать в лицо. К сожалению, у нас есть немалое количество недобросовестных предпринимателей, недобросовестных налогоплательщиков.